столице Якутии состоялся брифинг по подведению итогов поездки делегации Якутии в Объединенные Арабские Эмираты. Напомним, что на прошлой неделе в городе Дубае рабочая группа Якутии во главе с Егором Борисовым провела презентацию инвестпотенциала республики, встретилась с местными властями и бизнесменами. Дубайский инвестфорум с каждым годом собирает все большее число участников. В этом году в столицу Эмиратов съехалось около 10 тысяч делегатов более чем из 100 стран мира. Началась работа делегации республики со встречи с представителями торгово-промышленной палаты Эмирата Шарджа. Известно, что в состав этой палаты входит более 50 тысяч предприятий и организаций. Здесь создано 20 промышленных зон, также преуспевает сфера туризма и отдыха. Итогом конструктивного диалога между сторонами стало подписание соглашения между торгово-промышленными палатами Эмирата Шарджа и Якутии. Государственная поддержка и бизнес получают тот самый результат. Это стиральные порошки, зубные пасты. Это может быть переработка уже добытого золота, превращение в ювелирные изделия и так далее, тому подобное. Все, что на все, что услуги, пусть это будут парикмахерские, химчистки, то есть все, что может бизнес. И вот в Шарже нам показали, как бизнес этого одного субъекта умеет получать добавочную стоимость. У меня есть теперь конкретные потенциальные инвесторы, которые готовы сегодня вести уже не просто переговоры, а заключать договора. Далее рабочая группа Якутии встретилась с представителями деловых кругов и средств массовой информации Дубая. Егор Борисов представил информацию об инвестприоритетах республики, о реализуемых в регионе проектах, о том, насколько комфортные условия создаются в Якутии для инвесторов. В ряде переговоров речь также шла об особенностях Якутии, ее инфраструктурных, инновационных и туристских проектах, о международных играх «Дети Азии» и, конечно, о всемирно известном бренде Якутии – алмазах и компании «Алроса». Компания «Алроса» подписала с компанией DMCC соглашение о возобновлении работы офиса. Компания будет реализовывать непосредственно сырье на рынке в Дубае. Среди множества подписанных между Якутией и бизнесменами как Эмиратов, так и других стран меморандумов и соглашений стоит выделить документ о взаимопонимании между Республикой Саха-Якутия и холдинговой компанией Риада Групп из Бахрейна. Согласно меморандуму, компания примет участие в софинансировании и развитии фельдшерско-акушерских пунктов в Якутии. Они данный проект рассматривают не как коммерческий, а как социальный проект и готовы вложиться для социального развития и, что называется, первоначально показать себя как социальный партнер. Еще раз отметим, что это первое участие Якутии в столь представительном и крупном дубайском инвестфоруме. И надо сказать, что для ближневосточного бизнеса новичок Республика Саха-Якутия предстала едва ли не одной из самых ярких и заманчивых регионов для сотрудничества и вложения серьезных инвестиций в целый ряд направлений. Мы будем следить за развитием событий.